Национальный праздник Мухпай – один из любимых праздников в высокогорных селах. Его ждут не только потому, что это лишний повод собраться, но и повод отведать вкусную национальную кухню. В старину на Майдане в этот день собирались дети и старики, где праздничные мероприятия начинались всеобщим весельем и совместной трапезой. Главным блюдом праздника является старинная аварская национальная каша из злаков – му. Кукуруза, фасоль, сушеное мясо – и это только малая часть содержимого этого национального блюда. По старинной традиции му, кашу из семи злаков в этот день раздавали старикам, соседям и родственникам. Ну что ж, самое время попробовать. Очень вкусно. Однозначно современную дагестанскую кухню охарактеризовать невозможно. Многие блюда аварской кухни вообще не употребляются или готовятся лишь в дни торжеств. Но в Мухпай люди не ждут сюрпризов. Они точно знают, какое праздничное угощение их ожидает. Горох и халу. Мероприятие посетило много выходцев из Хунзасского и других районов республики. Представители высшего эшелона, спортсмены и большое количество студентов, которые с особым интересом наблюдали за процессом приготовления вкусных блюд и внимательно слушали наставления старших. Один из старейшин, Шамиль Мухиддинов, рассказал молодежи о том, как важно чтить традиции и передавать ценности своего народа подрастающему поколению. Важно то, что действительно молодежь должны видеть такие и мероприятия, и все хорошее, то, что делается в этом мире, где для молодежи дают возможность только смотреть плохое по телевизору везде. Вот это очень как очищающее душу, очищающее сердце мероприятие. Поэтому я считаю, что большое дело делало это движение, молодежное движение Хунзаха. И я думаю, что эта традиция продолжится, и в конце концов она повлияет на воспитание, на этическую, нравственную сторону молодежи, всех людей, которые его видят и в нем участвуют. Бабушка Патимат, много лет уже проживающая в Махачкале, признается, что, услышав о проведении праздника в городе, обрадовалась и поддержала идею. Помогла с рецептами блюд и организацией мероприятия. Праздник направлен для объединения молодежи и взрослого поколения нашего района. По воле Всевышнего мы проведем его и в следующем году на более высшем уровне. Этот праздник никого не оставил равнодушным. Молодежь, воодушевленная рассказами старейшин, не хотела прощаться. Делилась своим мнением и охотно задавала вопросы. Такие встречи играют большую роль, возрождая то утерянное когда-то в отношениях отцов и детей. Человек не может жить без определенных правил и норм, составляющих часть культуры того или иного народа. Исчезнет культура, погибнет народ. Атикат Магомедова, Юнус Мусалаев, телеканал ННТ, Махачкала.